Янузбек Баматкереевич, вот сегодня я была свидетелем, как вы не просто прошли красиво очень, все попробовали, но вы тут же сразу же всем раздали поручения. Это ваш принцип работы? Вот как вы поднимаете эту республику? Во-первых, время жалко, да? Люди старались, люди делали, все организовали, все подготовили, и тут получается так, что в классическом варианте мы же не для показовой, как вы говорите, сделали. И мне интересно, у нас есть поля, и крестьянское фермерское хозяйство, ГУПы, опытные образцы, где у нас там сотнями гектаров мы даже лучше, чем на опытных образцах выращиваем урожая. Но мне в классическом варианте хочется, чтобы вот такой опыт распространился на крестьянское фермерское хозяйство и даже на ЛПХ. Поэтому мною сейчас дано поручение, до конца сентября мы подготовим уже там в таком черновой вариант плана работы деятельности Минсельхоза на 2018 год, части касающейся вот этого сегодняшнего дня поля. И исходя из этого мы проведем здесь совещание, я приглашу сегодняшних наших гостей обратно сюда, мы сядем, обсудим, и там конкретно я хочу видеть на этом совещании тех людей, которые будут реализовывать сегодняшний проект уже конкретно на полях. И хотим увидеть результат. Я уверен, что у нас будет хороший результат. Удивительно было встретиться с руководителем сада «Гиганта». Это произошло в Мичуринске. И в отличие от всех остальных, кто говорил «надо», или «все пропало», или «яблоки дешевые», он встал и экономику все рассказал. Откуда она идет, вот эта инициатива? Если брать инвестора, непосредственно хозяина сада «Гигант», то это идет от уверенности. Почему? Потому что он уже прошел большой опыт, в том числе жизненный, и большой опыт бизнеса, и он уверен. И он не делает лишнего движения, если нет определенной, не то что выгоды, а экономической выгоды. Поэтому он уверен, поэтому говорит, когда есть там, знаете, у десантников есть такая поговорка, когда все вокруг кричат, там, мы окружены, сдаемся, пропали, паника поднимается, то в это время десантники потирают руки и говорят, наконец-то началась наша работа. Потому что десантники всегда в окружении воюют. Так у Билана Багаудиновича, например, у нашего сенатора, который занимается этими садами в том числе, у него уверенность есть всегда. И когда кто-то паникует, он все равно даже в этой панике находит выгоду. Да, мы не раз уже обращались, и нам помогает правительство Российской Федерации в этом плане. Конечно, цены мы бы хотели, чтобы они были выше, закупочные. Но, тем не менее, он находит здесь выгоду. Поэтому я здесь скажу, что здесь не армейская, а вот именно каждый человек с учетом своей уверенности в дальнейшем совершает определенные поступки. В том числе инвестиционные или экономические, или другие. И он ведь не такой один, потому что и Южный 3,8 миллиардов, правильно? И, соответственно, более мелкий инвестор идет. В какой момент вот это сработало? Когда люди поверили? Люди с деньгами поверили, потому что это самые, наверное, осторожные ребята. Ну, я, знаете, вот скажу вам так. Люди поверили после 2012 года. Мы в 2012 году провели такое масштабное 20-летие республики. До 2012 года я в ручном режиме, там, ряд друзей, товарищей лично выдергивал, говорил, надо. И они чисто даже не понимая выгоду, просто делали. Почему? Потому что я просил очень сильно, они делали. А вот после 2012 года, когда они увидели вот такой рывок к стабильности, когда вот мы показали ряд проектов, объектов, когда показали всему миру, что Ингушетия, она другая, она не воюющая. В это время встали в очередь. И 13, 14, особенно 15-16 год, где люди просто вот каждый сейчас тоже, к счастью, многие хотят делать в республике, развивать не только наши жители, но и иностранные, и иногородние там инвесторы. Сделано в Ингушетии. Это та идея, с которой вы сейчас развиваете агропромышленный комплекс. Либо это было давно и сегодня возрождается. Насколько потенциал велик? Вот амбиции они какие? Уйти за пределы Южного федерального округа, уйти за пределы России, уйти за пределы континента? Вот, потому что далеко не хотим. Заблудимся. Ну, а серьезно, мы смотрим на ряд вещей. Это сделано в Ингушетии, это бренд, он появился при Александре Геннадьевиче Хлопонине. Он когда стал полпредом, и он, и его команда, и все мы сидели, думали, как лучше. На одном из совещаний Александр Геннадьевич сказал, ребят, давайте сделаем такую продукцию, сделанную на Кавказе. И потом это же закрепил уже Лев Владимирович Кузнецов, когда создали министерство. А давайте в каждом субъекте построим. У нас есть сейчас ряд магазинов, где написано «Сделано в Ингушетии».
Да, и в регионах есть, я думаю, что такие же магазины, что сделаны в том-то регионе. Почему? Потому что это, во-первых, для местных жителей приятно. И, во-вторых, это важно для жителей других регионов, которые приезжают, которые видят, что есть своя продукция и производится своя продукция. Ну и, конечно, мы этот бренд подкрепили. Но я больше сторонник все-таки не сделано в Ингушетии, а все-таки сделано на Кавказе. Почему? Потому что оно более ширше. А там уже Made in там сделано в Ингушетии, уже внизу там написано, понятно, конечная точка. Сад гиганта Ингушетии. Сделано на Кавказе, сад гиганта Ингушетии. То же самое, мед Кавказа. Но, опять же, у нас есть бренд хороший, конечно, мы его не отделим, мед Ингушетии. Но, тем не менее. И что мы хотим? Конечно, нам хочется и выходить за пределы республики. Если брать по садам, мы уже выходим, мы уже там отсюда яблоки поставляем, порядка там, я думаю, так, порядка 30 регионов России. И уже есть договоренность с Арабскими Эмиратами, с Саудовской Аравией. Часть яблок уже туда отправили, опытную партию. Ждем дальнейших распоряжений. И мед тоже поставляем уже в Арабские Эмираты. Но в этом году уже мы уже поставили почти 40 тонн меда. Поэтому мы выходим за пределы. И там, где мы можем экспортировать, почему нет? Пусть идет туда экспорт. Но самая главная задача у нас обеспечить продовольственную безопасность республики. Дать республике все, а потом уже дальше уже выводить за пределы. 25 лет республики, у вас юбилей. Вы, понятно, делаете сейчас то, что через 10 лет будут пожинаться плоды, через 5, через 10 лет. Вот у вас есть точка на горизонте, какой республика будет через 10 лет? Вот, или даже через 5 лет. Это большой временной период в нашем времени. Нет такой точки, какая она будет республика. И сегодня, и вчера, и завтра республика должна быть достойной. Достойный среди регионов Российской Федерации. Не первый, не второй, не последний, а достойный. Во всех отношениях. И в человеческом потенциале, и в молодежной политике, и в агропромышленности, во всех сферах достойный. Вот такие планы, они стоят. И, знаете, не будем гневить Бога. Сегодня великолепно все. Сегодня нет войны, сегодня нет такого, что было буквально даже 10 лет назад. Сегодня цветущая, хорошая республика, которая идет вперед, в том числе и за счет своих возможностей, и большей части за счет средств федерального центра, помощи, которая оказывается. Мы идем по всем параметрам к тому, чтобы на всех уровнях поднять те необходимые вещи для народа, для населения и снизить дотационность. Уйти от, не то что зависимости, это неплохое слово, зависимы всегда будем. Почему? Потому что так же, как и муниципальное образование республики зависимо от столицы, от Магаса, так и, конечно, регионы будут всегда зависимы от Москвы в хорошем смысле этого слова. При всех министрах сельского хозяйства нам было комфортно работать. Здесь нельзя гневить Бога там, или кривить душой. Но что я вижу вот в Александре Николаевиче Ткачеве? Это более масштабно. Может, это с учетом реалий. Может, это с учетом того, что Александр Николаевич, он сам с такого житницы большого агропромышленного края, там масштабы. Поэтому вот те масштабы даже по различным проектам, да, они проекты не местечковые, они масштабные и не региональные даже, а выходящие за пределы региона. Александр Николаевич говорит: давайте, ребята, готовый проект, мы вам дадим деньги. Почему? Потому что много, да, на моей памяти даже много проектов, которые деньги получают, но не реализуют. Находят тысячи причин, чтобы его не реализовать. Это тоже определенная страховка от рисков. Ну что мы знаем, что если Александр Николаевич сказал, если проект завершен, то любой предприниматель получит субсидии. Еще один вопрос, вот что мне импонирует. Раньше это было, но не так, как сейчас. А сейчас еще деньги не успели прийти. Уже на наконечнике сидят люди и контролируют, как эти деньги расходуются. Куда эти деньги уходят. Это тоже такой контроль. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Мне, например, нравится. Почему нет? Почему? Потому что министр беспокоится за те федеральные средства, которые причисляют регионам. Поэтому во всех этих вопросах мы находим довольно серьезное общее понимание, находим поддержку, за что хочу сказать Александру Николаевичу большое спасибо, его команде всей. И надеюсь, 25 числа этого месяца у нас здесь будет очень хорошее мероприятие, и мы еще раз закрепим здесь вот те начинания наших там работников сельского хозяйства, там, хорошим совещанием, хорошим протоколом совещания. Ну и похвастаемся, покажем Александру Николаевичу и всей команде Минсельхоза России, что мы тоже не лыком шиты, что мы тоже можем, и что у нас тоже девиз и
хоть и ВДВшный, как мы говорим, но приближенный к земле, к сельскому хозяйству, что никто, кроме нас, и яблоки нам не вырастет, и подсолнечник не вырастет, и поля не будет ухаживать за полями, и агропромышленный комплекс не поднимет.